сколько неразгаданных тайн хранит планета Земля. Бесценные сокровища ее истории все еще сокрыты от нас. Но настанет сужденное время, когда мир узнает правду об удивительном наследии прошлых цивилизаций. Узнаем правду о своем прошлом и мы, осетины, маленький народ, живущий в самом центре Кавказа, который не просто уверен, но на генетическом уровне знает о своем происхождении от легендарных народов древности – скифов, сарматов и алан. Еще в 1920 году воин, ученый и посвященный Сослан Темирханов писал: «Если бы знали мы, кем были наши предки и какие великие дела они совершали, мы бы с гордостью носили имя Ируна и не допускали ничего недостойного». А в 2008 году увидела свет книга нашего современника Славы Джанайте «Три слезы Бога», рассказывающая о тайнах, открывшихся ему и его единомышленникам в процессе восстановления Рекома, древнейшего храма единого Бога на территории Европы. Им давно было понять, что будущее осетинского народа начинается в его прошлом. Эти великолепные бронзовые изделия 4000-летней давности были найдены археологами в районе строящейся в Туальском ущелье Северной Осетии Зарамакской ГЭС в 2007-2008 годах. Помимо захоронений на территории Адайдонского некрополя было обнаружено и одно из самых древних святилищ Северной Осетии со следами древнеостинского обряда Бахфалдишин – посвящение коня. Материалы этого памятника, они являются уникальными. Но, пожалуй, еще более уникальным является вот этот культовый комплекс, который перед нами здесь находится. Само строение этого культового комплекса, оно очень архаично, что говорит о том, что оно возникло еще в эпоху промежуточную между энеолитом и бронзовым веком. Обратите внимание на вот эти ниши в стене, на саму кладку, которая осуществлялась в перемешку между сланцевыми плитами и крупным речным булыжником. Сам характер этой кладки говорит о том, что эта стена достаточно архаична и древняя. Она связана с первым периодом существования этого кабанского поселения, с которым связан этот могильник. Здесь небольшая ниша-выемка. Аналогичные выемки и ниши существовали в эпоху Шумера, древнего Шумера и позднее в ассиро-вавилонских храмах. То есть достаточно редкая и, в общем-то, говорящая о связях с Месопотамией, с древним двуречием, с культурами древнего двуречия архитектурная деталь. Здесь, с этой стороны, мы также видим то, что стена, она является очень мощной, очень крупной. Толщина этой стены превышает 1,5 метра, и для нас является загадкой, почему именно была необходимость в культовом здании создавать такую мощную толщину стен. То есть, по всей видимости, помимо культовых нагрузки, данное здание еще могло иметь и фортификационный характер. Здесь, если вы обратите внимание, и встречаются вдоль стены куски сланца. Эти куски сланца являлись тем полом, который настилал от начала и до конца всю эту стену. То есть именно по этим сланцевым плинтам вступали ноги носителей кабанской культуры, когда они проходили по данному культовому комплексу. Обратите внимание, с самого начала, вот здесь вот идет полукруглая кладка крупных камней булыжника. Здесь была специальная обкладка, то есть, по всей видимости, поверхность данная близкая к поверхности алтаря по своей значимости могла быть. Следующее, это вот данная конструкция, тоже полукруглой формы, выложенная крупным булыжником. Если бы здесь перед нами была бы аналогичная конструкция, выложенная из кусков сланца, можно было бы говорить о каком-то другом значении данной конструкции.
Здесь же, по всей видимости, она также продолжала иметь именно культовое значение. На территории данного культового комплекса мы имеем находки лошадиных черепов, которые говорят о том, что данные черепа использовались в ходе культовых мероприятий. Данное культовое мероприятие в астинской культуре прекрасно известно, это обряд бахфалдишн, посвящение коня мертвому. Причем этот обряд, он восходит к индоевропейским культам и соприкасается очень плотно с культами, указанными в Ригведе, жертвоприношения коня, которое существовало у древних индийских племен в период завоевания Древней Индии. То есть здесь мы выходим на соприкосновение с реликтами древнего индоиранского, индоевропейского мира, которые данный культовый памятник позволит реконструировать. Согласно древней легенде о Туальском ущелье, Бог поселил здесь мифических нартов, к которым спускались с небес ангелы и обучали их различным ремеслам, искусству и воинскому делу. А до них, как гласят мифы нарского эпоса, на этой земле жили гумиры, идолопоклонники. Теперь обратимся к исторической науке. Как свидетельствуют выдающиеся археологические памятники пещеры Кудару, Мыштулак-Талагат и другие, территория Осетии была обитаема с самых древнейших времен, еще с эпохи Палеолита. А затем, в IV тысячелетии до нашей эры, в горах Кавказа внезапно появляется народ с высочайшим уровнем культуры, о котором известный археолог Городцов писал: «Необычайно яркий расцвет бронзовой металлургии, производившей массу подлинно художественных предметов, стоявших на грани высокого искусства, оказался непревзойденным и в последующие эпохи». Именно к этому же периоду, 4-5 тысячелетия до нашей эры, относятся и все самые удивительные загадки древнего мира. Они позволяют говорить о существовании в древние времена единой высокоразвитой культуры – Крым, Алтай, Урал, Казахстан, Западная Европа, Северная Африка. Повсюду находят следы народа, в разное время называемого по-разному – скифами, сарматами, аланами, роксоланами, аорсами. Как известно, весь древний общинный период истории человечества в науке принято называть индоевропейским миром. Народ индоевропейцев, народ ариев, был создан Богом в противовес их предшественникам идолопоклонникам гумирам. По мнению Славы Джанайты, специалиста по Ир-Ас-Аланским святилищам, именно в начале 4-го тысячелетия до нашей эры из лучших представителей индоевропейцев в сердце Кавказских гор создается страна Ир, которой суждено было на 3 тысячелетия стать духовным центром всего арийского простора от Дуная до Алтая, центром идеологии единобожия. Название, выделившееся из среды иров элиты, было нарты. Нарты хранили общие индоевропейские святыни, владели тайным жреческим языком, хатиакавжак, воспитывали лидеров-вождей. Они владели материализованной энергией мысли, о чем свидетельствует встречающееся в легендах выражение «хонгадурой амат машкота», то есть башни, построенные без применения физической силы. Нарты имели глубокие познания в области астрономии. Об этом говорят чашечные камни, камни-лабиринты и сохранившиеся в Архизе остатки древней Аланской обсерватории. Наверное, не случайно это выбор пал еще сюда, потому что здесь внизу древний аланский телескоп. Внешне он напоминает практически вот Улугбековскую обсерваторию. Диаметр его довольно значительный, но с высоты птичьего полета можно четко заметить вписанный в этот круг восьмигранник.
эти грани определяли определенные части и отметки, и аланы, пользуясь вот этим астрономическим инструментом, ведь умели пользоваться этим астрономическим инструментом. К сожалению, на сегодняшний день мы навыки пользования не знаем, утеряно. Этому способствовали некоторые исторические события на рубеже XII-XIII века и, конечно, разрушение, которое подверглась она в дальнейшем. Так что спустя тысячелетия человечество выбрало это место не случайно. Так что новая обсерватория стоит на земле прежних предков. Зная о существовании светлых и темных сил, Жатте Ама Далимунта, Нарты Асы призвали к этикету сдержанности во всем. Хиул Хасанзинат, чтобы человек умел владеть собой и не попадал под влияние темных сил. Абсолютно все, от образа жизни до жилищ, одежды и традиций, было подчинено порядку, основанному на глубочайших знаниях о законах, строении и структуре мироздания. Предвидя наступление эпохи тьмы, мудрые предки спрятали известный им сакральный смысл в языке, традициях, обычаях, во всем, что входит в понятие непереводимого слова «ахдал», завещая жить согласно табуированному принципу «фатче на фатче». Последние посвященные в эти знания представители мистерии асов передали своим потомкам ключи к познанию древней идеологии в виде учения Нартиады и знаков символов, зашифрованных в культовых сооружениях и национальных обрядах. Первым ключом к раскрытию знаний асов стало изучение святилища Рекум. А началось все в 1995 году, когда сгорела эта древняя святыня. Тогда потрясенное общество будто внезапно очнулось от векового сна. Народ стал осознавать все величие этого уникального памятника и масштабы своей потери. К счастью, вскоре появилась группа энтузиастов во главе с художником Славой Джанайтом, которая решила построить новый храм на месте сгоревшего. Как выяснилось, древнее святилище горело уже неоднократно. В осетинском народном предании сохранилось поверье, что когда на храмовом месте терялась чистота, извращались обычаи предков, тогда возгоралась очистительным огнем деревянная святыня, принося себе великую жертву за людские падения. Поэтому молодые подвижники приступили к работе с исключительным благоговением, соблюдая все ритуалы, очищаясь духовно и физически, следуя нравственно-этическим нормам древних служителей храма, искренне желая при этом ничем не нарушить священные законы. Изучение святых мест и прилегающих к ней территорий открывали им тайну за тайной. Слетала пыль тысячелетнего забвения, покрывавшая сакральные территории древних нартов-асов, стала раскрываться древнее послание информация, обозначенная в символах и образе храма-хранилища. Вслед за Рекумом стали восстанавливаться древние святилища в Цельском ущелье в Горной Санебе. Ряды строителей неуклонно росли, пополняясь людьми, в чьей крови, духе и генах мощно и властно звучал голос предков. Голос, призывающий вспомнить и осознать всю тайну и величие своих корней.
Процесс восстановления святилищ сопровождался удивительными знамениями. А в 2000 году у стен возрожденного Рекома был впервые проведен праздник в соответствии с древними ритуалами. Возрождение завещанной ассами учителями религиозной традиции, возвращение к истокам своей древней веры, а в Осетии началось именно с Рекома. Объясняя смысл таинства молитвы и призывая к благоговейному следованию оставленным предками предписаниям при исполнении сакральных ритуалов, последователи Ир-Ас-Аланской идеологии добиваются определенных результатов, и с каждым годом растет число паломников, стремящихся попасть в святое место. А праздник становится все величественнее и краше. По мнению Славы Джанайты, в древние времена праздник в Рекоме мог проходить примерно так. Для паломников, направлявшихся в лоно священного ущелья Иварт-Реком протяженностью 12 километров, праздник длился несколько дней. Вступив в сень священного леса, тропа проходила прежде всего под неспадающим с крутого склона водопадом, чтобы путники смогли очиститься и войти в определенное состояние сознания, проникнувшись духом окружающей их красоты и величия природы. Здесь они переодевались во все чистое, светлое и босиком направлялись к Амбар-де-Феш, с которой группы паломников шли к существовавшему в былые времена святилищу Авшанзвар. Здесь проходил обряд братания, была поляна для стрельбы из лука. Далее тропа шла через 7 святилищ Мадемайрон. Это женские святилища. А женщина, идя сюда, вышивала
яркие цветные ленточки, которые затем привязывала к ветвям дерева. Рядом со святилищами Мадемайером расположен Кувандур, молитвенный камень. Это святилище, предназначенное для совершения нескольких ритуалов. Здесь проходил обряд посвящения годовалого ребенка Мадемайерому Звару. Его катали по камню и приговаривали «Шошлана тахта бафтат», «Да будешь одарен ты силой сослана». Сохранились легенды о том, что сказания, предания о том, что Реком праздновался даже месяц, потому что так много желающих было прийти сюда со всей Осетии. Здесь не только учили, здесь братались, здесь совершался охотничий обряд, здесь просили за рождение ребенка, мальчика, здесь просили за, чтобы Бог дал хорошую невесту. Поэтому праздник длился долго, неделю, месяц. Для этого нужна была хозяйственная часть. Вот хозяйственной территорией Рекома являлась его западная сторона. Здесь находится место, где варили, жарили, готовили. Здесь выше находится два камня, между которыми варилось пиво. Пиво должно было быть трехдневного приготовления. Именно таким пивом только можно было молиться. Здесь молились только пивом. Нету пива, тогда надо молиться водой. Здесь хороший родник есть, молоком, кумал, квасом и так далее. То есть все такое должно быть, что должно быть безалкогольное. Далее паломники проходили мимо Чижитыкафанфаш. Это была территория, на которой располагалась женская половина молящихся. Сегодня на месте некогда большой ровной поляны расчищена лишь некоторая ее часть. Сюда с основного Щимдефажа после совершения ритуального танца Щим приходили молодые парни и приглашали девушек на танец Хонга. Подошли к дереву яблони, которая являлась своеобразной, в древние времена являлась своеобразной границей для женщин. Дальше этой яблони женщинам идти было нельзя. Это яблоня, по записям Челина Евгении Георгиевны, уже около 100 лет было сухое. Вот когда мы начали восстанавливать святилище Реком, оно зацвело. Вот если посмотреть, вот в центре несколько веток появилось. Вот эти ветки появились в тот год, когда мы начали восстанавливать святилище Реком. Знак. Дало хороший, добрый знак. На территорию священного Рекома вступали только мужчины, одетые во все светлое, босиком, без оружия. Когда-то перед храмом была огромная поляна, на которой амфитеатром располагались десятки так называемых сардаков-классов, доходивших до самых скал. В их центре происходили основные ритуальные действия. На примере данного сардака можно сказать, что все они были сориентированы строго по сторонам света. Летом из-за пышной растительности уже очень трудно увидеть их очертания. Лишь поздней осенью начинают вырисовываться границы Г-образно возведенных стен. Анализ строений и исследования территории показали, что сардаки были построены задолго до прихода сюда предков современного населения. Это были классы, в которых обучали молодежь. Уровень внутреннего помещения этого сардака, он гораздо ниже, этот уровень, чем уровень рядом находящейся полянки, то есть за стеной. Если учесть, что эту полянку сделали мы восстановили у святилища восстановили небольшую полянку Симдефас, которая обязательно является на любом астинском святилище. Мы сняли где-то метр, если вот посмотреть в верхнюю сторону, то мы сняли по камню можем, где-то сняли около метра земли, перенесли ее вперед. То мы можем увидеть, что
фактически вот эта стена, которая находится здесь, стена, восточная стена Сардака, она была почти утоплена вот этой землей. А эта земля происходит от селевого потока. То есть этот склон, как и вся полянка, была когда-то накрыта селевым потоком, а местное население, старожилы местные, не помнят, когда здесь проходил селевой поток. Тем более его никогда не очищали. Когда мы начали восстанавливать святилище Реком, мы расчищали данную площадку, то под фундаментом Рекома выявили целых 3 фундамента, основных фундаментов. Вот один из фундаментов. Вот он, виден фундамент. Другой фундамент, более глубокий, находится под фундаментом самого Рекома. Что говорит о том, что он очень древнего происхождения. Более того, на месте Рекома мы выявили горелый слой. А Пчелина Евгения Георгиевна еще в 1936 году освободила Реком от наносов селевых потоков и где-то около метра сняла слой, где-то около метра. Это после нее мы еще снимали, выравнивали площадку, что говорит о том, что святилище Реком очень древнее. Более того, мы в одном из фундаментов, в самом нижнем слое, нашли кубанский, а может быть средней бронзы колокольчик с древним письмом. А к самому интересному открытию привели изображения древних символических крестов на двери Рекома. Это была оставленная предками древняя карта расположения 3 слез Бога, 3 величайших святилищ Рекома, Мкалгабарта и Таранджелоса, постижение тайны которых сможет помочь открыть врата к знаниям предков. Следуя загадочной карте-символу из 3 крестов на двери Рекома, Слава Джанайте обнаружил еще несколько древних священных мест – Асгардов, расположенных в соседних ущельях. В районе святилища Шиданы Мкалгабар, Месикоме, Вуилса и в Курдатинском ущелье в районе святилища Заринум. В них тоже в точности наблюдается та же структура, что и в Рекоме. Наличие храма-хранилища, кафанфаш и классов сардаков. Стало известно, что после эры похолодания Кар-Ама-Карафараштак нарты, оставаясь в горах, создавали поселения Асгарды, где подготовленные ученики постигали высшую иерархическую ступень ассов, посвященных в тайные знания космоса. Святилище Уастин — это не строение, одно какое-нибудь строение, а это огромная территория. В данном случае это все ущелье. Когда-то оно называлось не Цейское ущелье, как сегодня называется, а когда-то называлось оно Ивардреком. Иногда его называли Хуреком, но в данном случае тогда получается, что святилище и Старый Реком, и более поздний Реком, современный Реком, да, они находятся на всей этой территории. В храмовые территории Осетии входило несколько сооружений. Это обязательно храм-хранилище, это обязательно Шишамат, это обязательно сардаки, классы, ночлежки, это алтари. А одним из видов алтарей в древние времена являлись так называемые зиккурат. Это нечто вроде 3-ступенчатых пирамид. Вокруг ограда, в центре квадрат, тумба и на квадрате стела. Если мы внимательно посмотрим на данный алтарь, то мы увидим, с краю идет кусок каменной ограды. Скорее всего, она была замкнутая и шла кругом вокруг вот этой тумбы. В древние времена, скорее всего, она заканчивалась стелой. У Уастин была вера космогоническая, она на законах мироздания построена, и поэтому всегда должно было быть обозначение чего-то космического. Квадрат — это обозначение Земли, стела, когда-то существовавшая здесь стела, обозначение духа, пронизывающего эту Землю, и вот ограда — это космос, космическое пространство. Храмы и праздники храмовые строились именно по солнечному календарю. Здесь мы видим часть камней, которые в свое время обозначали некое подобие солнечных часов. Вот мы видим. Если посмотреть теперь на поляну, которая, как и все святые места Уастин, чудесным образом не зарастают, детальное изучение его покажет, что здесь находилось огромное культовое сооружение.
По контуру этой поляны каменная кладка, разрушенная каменная кладка. Она где-то метров 70 в диаметре. Для сравнения, современный реком это 25 метров в диаметре, Шишамат. Здесь 70. Какое огромное сооружение это было. Сооружение, которое находится внутри поляны. Вот она имеет четкие очертания. Здесь упирается в ограду. Ту ограду, которая была когда-то вокруг всей этой поляны. В древние времена все строилось по космогоническим законам, строго ориентиром по сторонам света. У Астин обязательно молились на восход. И мы обратим внимание, как поставлена вот эта стена. Мы увидим, она строго показывает расположение юг, север, запад, восток. Исследования показывают, что наши культовые сооружения уходят глубоко во времена индоевропейской общности. То есть самые первые времена появления здесь людей, строительства храмов. И фактически культовая идеология, культовая архитектура в этих астинских святилищах фактически не прерывалась. Так что мы можем смело говорить о том, в какие времена это было построено, сколько мы несем идеологическую ценность наших предков. Если посмотреть на карту расположения данных святилищ, вот именно вот этого старого рекома, Шидан Калгаберта и Таранджелоса, которые находятся, допустим, в Тибе, да, то они находятся ровно по меридиану, по одной линии. На сегодняшний день Ивадриком начинается от святилища Рагвастажа и до конца до Юлпата. Это святилище играет очень важную роль во всем комплексе Астинского святилища Реком. Мы восстановили его таким, каким оно было, полностью соблюдая размер, материал, и так же, как и Реком, построен без гвоздей. Если посмотреть на святилище Рагвастажа, то мы можем обратить внимание, что здесь обозначено свастики, если мы видим, орнаменты, кресты, перемешку со свастиками. Видим излюбленный крест, алан, их часто находят обереги, в виде таких оберегов. Мы видим изображение, одно из частых изображений Вастаджи, покровителя воинов, путников, мудрецов. Вастаджи у наших предков изображался в виде всадника, без лица, потому что он мог прийти в любом облике, и любой человек мог сказать другому человеку, который помог в беде: «Деут табон манан Вастаджи», то есть ты был сегодня для меня Вастаджи. Здесь сохранились очень интересные остатки старого сооружения. У всех бревен есть изображение креста на торцах. Вот оно. Изображение креста. Это на всех бревнах. У осетин крест — это в первую очередь оберег. И он был всегда на всех астинских святилищах, вокруг дверей, на торцах, самых древних времен. Отсюда начиналась тропа вниз под святилищем и продолжалась на Реком. По дороге на Реком было 5 майрамов, полянок майрамов. Всего в общей сложности святилищ было 7. На каждой из этих полянок устраивали привал, иногда приносили в жертву барашка, пели, танцевали. Шествие было праздничным, непринужденным и призывало паломника подготовиться к встрече со святым. Расположение креста символа Таранджелоса на двери Рекома привело исследователей в ущелье Уилса и Месыккум. Мы знаем, что кресты у осетин имеют дохристианское происхождение, и на двери Рекома была оставлена нашими предками, мудрецами, своеобразная карта. Вот эта карта показывает расположение 3 святилищ, главных святилищ Осетии. Мы пошли по направлению одного из крестов, который обозначает Шидан Калгаберта. На самом деле он находится именно в том месте, куда показывала карта. Где же находится Таранджелос? Сегодня Таранджелос представляется у нас в 2 местах. Это
Тибет Оранжелос и Терсейт Оранжелос. Но могло ли быть еще место у этого святилища? По карте оно обозначено именно вот этим местом. Это место называется Властин Уилса. Является ли это место святилищем, выясним, исследуя данную территорию. Основным сооружением, которое сохранилось в местечке Уилша, является вот эта башня. Что это за башня? Если посмотреть на нее, то она является звеном в цепи сообщений между Нузалом и Зарамагом. Эти башни представляли собой сигнальные сооружения. От каждой из этих башен видна последующая башня. Эти укрепления одновременные вместе с построением Зелендуар, Галфандак и других укреплений Касарской теснины. А вот это укрепление, вот это место Уилша, находится в очень стратегическом, удобном месте. Оно находится между двумя укреплениями и соединено дорогами. Здесь также сохранились и сооружения, и укрепления, места для жизни, удобные. Если внимательно посмотреть, то они находятся кругом вокруг башни. Вот эта часть было место гарнизона, и оно могло вместить в себя достаточно большое количество людей, не менее 300 человек. Правобережье Уилшадон мы определили как место гарнизона. Перейдя на левую сторону реки Уилшадон, по карте это обозначение креста Таранджелоса. Данное место представляло собой место храма-хранилища, реликвиума, точно такое же, как сегодня Реком. Здесь еще видны следы главного сооружения Куван-Хажар или Сардак. Вот его сооружение. К нему примыкала вот и ограда, осталась ограда. Вот эта территория показывает, что здесь было такое же сооружение с каменной оградой, в центре которого находился когда-то деревянный сруб, храма-хранилище. Одним из основных определителей элементов астинских храмов являются сардаки. Они все представляют одинаковую форму, где можно было находиться человек 30, которые могли учиться, познавать, в то же время и ночевать, и питаться здесь. Они имеют вот такую Г-образную форму, как бы прихожая, где находится камин. Далее сооружение, где-то на метров 20, вытянутую 15-20 метров, они вот такой длины. И все эти сооружения расположены строго по сторонам света. Здесь можно было питаться, находиться несколько дней, даже жить. Каждый сардак оформлялся камином. Вот камин. Сардаки каждый оформлялись нишами, священными нишами. Их было даже несколько. Одна ниша, вторая. Обычно они представляли собой места проживания бнатахисова, хозяина места. Сардаки, классы, это первое и одно из главных обозначений культовых сооружений Осетии. Если мы где-нибудь находим сардак, а тем более рядом Симдефас, Кафанфас, площадки танцевальные, то смело можем говорить, что перед нами культовое сооружение. Такие точно сардаки находятся выше меня, на 2 километра отсюда. Их около десятка здесь. Далее там, за этой полянкой, за теми сардаками, которые находятся там, находится древняя дорога, выложенная камнем. Возможно, она уходила на перевал, который уходит на Цейское ущелье, в ущелье Реком, Ивард-Реком.
Мы находимся на тропе, ведущей в местечко, урочище Мециком. Там находится святилище Мкалгабырта. Мы идем по тропе, которая сегодня называется Галфандак. Детальное исследование этой тропы показывает, что тропа когда-то в древние времена была оробной дорогой. Во многих местах тропа такой ширины, что могли развернуться две арбы. Чтобы показать, что это за тропа, вот мы очистили небольшой участок сегодняшней тропы. При внимательном рассмотрении представляется хорошо выложенной оробной дорогой. Вот таким образом, такими огромными камнями, валунами, эта дорога выложена от самого начала Транскама и доходит до нынешнего места сегодняшнего святилища Мкалгабырта или урочища Мециком. Дорога была всегда проходима, и даже в опасные зимние времена, снежные времена, связь между Туалей и Алагирским ущельем в древние времена была обеспечена. Выложенная кладка. А вот ширина дороги. Вот такой была дорога когда-то в древние времена. Когда были забыты понятия, такие как паломнический путь, многие древние знания, тогда главное место святилища Мкалгабырта, которое было немного ниже по течению реки Шидан Мкалгабырта, было перенесено туальцами в местечко Мециком. Оно перенесено немного более 200 лет назад. Мы пригласили сюда главного ботаника заповедника Константина Попова. И он определил, что вот эти лишайники как минимум 500 тысяч лет. То есть задолго до появления туальцев святилище уже здесь было. Здесь, на этом священном месте, мы находим все атрибуты Астинского святилища древнего. Это Симдефас, огромная поляна Симдефас, заросшая лесом. Это Шисамат, метров 40, больше, чем в Рекоме. Кладка. Это Сардаки. Это родник. Это паломнический путь. Вот такое это было когда-то священное место. И когда-то оно вновь обрело святую значимость, возможно, под другим именем. В данном месте мы видим Шиш-Амат, основное сооружение любого астинского храма, где-то около 2 метров минимум шириной. Остатки ее сохранились. По всему кругу амфитеатром находятся сардаки. Люди не знали их предназначения. Когда пришли туальцы, они разбили их между фамилиями и не стали фамильными. С тех пор ошибочно они предполагали, что тот или иной сардак был построен той или иной фамилией. Продолжение рассказа о святых местах Асгардах, о классах сардаках, в которых асы-учителя обучали молодежь, приведем и цитату из книги Аттагуна «Два тысячелетия одиночества». С 14 лет мальчик поступал в распоряжение асов-учителей, школата. Отбирали склонных посвятить себя богослужению демократично, согласно таланту, а не состоятельности. Большинство выбирали воинское поприще. Воины становились вождями, их подвиги воспевались в кадагах. Асы вели умеренную жизнь, давали обет безбрачия. В школах обучали терпению, стойкости, уважению к людям. Проходили выпускники обряд посвящения, инициации. Прошедшие иерархическую духовно-идеологическую познавательную школу Зуар нарты-асы обозначались современниками как непревзойденные воины, воины-жрецы, мудрецы, боговоины, асы-сверхчеловеки и даже асы-боги, как Один, Будда и Зороастр. Более 600 лет
Остатки Алан сохраняют религию ассов, ее ритуалы и другие таинства. Реком – это первая ступень школы Зуара, Мкал-Габр – вторая, Таранджелос – третья. Чтобы обеспечить неуязвимость школ Зуаров, нарты-асы обустроили все подходы к священной территории сетью мощных оборонительных укреплений. Сохранившиеся до наших дней остатки этих укреплений – Нузальская крепость, Кавказская стена, Галфандак в Касарском проходе, оборонительная стена в районе Буголтыкау в Куртатинском ущелье и крепость Дар-и-Алан в Арвыкоме. Пока существовала мистерия ассов, священная мировая гора никем никогда не завоевывалась. И благодаря этому осетинам удалось сохранить язык, культуру и духовность, уходящие корнями во времена индоевропейской общности. В далекой древности первохрамы находились высоко в горах, на высоте 2500–3000 метров. Со временем они, согласно многочисленным легендам, переносились ближе к поселениям людей. И происходило это не по воле и желанию самих жителей, а по чудесному знаку свыше. И таким образом, завещанная нартами-аланами идеология была унаследована осетинами в виде определенных ритуальных действий, основанных на великой мудрости и множестве сакральных символов. Мы находимся на одном из святых мест в Иравском районе над селом Новый Рух. Это Аланский курган. Захоронение тут царское. Не зря его делать святым местом. Очевидно, именно здесь, чтобы люди сохранили это место. Сделали тут курган, похоронили тут предводителя. Вот. И люди сюда тропу не забыли. А теперь люди должны знать, что это было место, откуда можно было связываться с высшими силами. Тут молились единому Богу. Святое место – это есть сосредоточение силы. Это место сосредоточения белой силы, с помощью которого наши предки, наши учителя нарты могли связываться с информационным полем Земли. Информационное поле Земли – это вся информация, которая накапливалась веками про все цивилизации на нашей планете. Нарты имели прямой доступ к ним. Когда-то нарты могли видеть другие планеты, могли видеть за сотни километров. Знания, которые они обладали, сейчас кажется чудом. Хотя чудом это тогда не называлось, это называлось доктриной или знаниями, которыми они пользовались. Как это примерно проходило? Зуарлок приходил у нас в святое место, входил в какое-то определенное состояние, когда он мог напрямую общаться с высшим разумом. И ему давались указания, которые он уже потом исполнял конкретно там, где он находился. Вот поэтому нарт, правильная его трактовка, это учитель. Нарт это учение, наарт, стремление к огню или к свету. Свет это всегда было учением. Нартон это человек, который следует этому учению, то бишь учитель. Наша доктрина, которая была и которой много тысяч лет, она ничего не имеет общего с язычеством. Даже в истории известно, что аланы делились на три категории. Аланы-аорсы, аланы-роксы и аланы. Аланы-аорсы были рыцарями, которые охраняли свет и знания Алании. Роксы это были посвященные цари, которые давали знания. Как их отличали между собой? Аорсы имели право носить оружие из метеоритной стали и носили на груди знак солнца. Потому что солнце, в поверье наших предков, это часть силы, малое подобие чего-то огромного, которое дает силу всей Вселенной. Аланы, просто аланы, это были воины, земледельцы, ремесленники, искусные мастера, которые были не менее важной кастой, как может показаться сейчас, просто на себя называли аланами. Нет, они все были равны. Каждый из этих людей, если бы он встал
Они и пили, и ели, и праздновали все за одним столом. Между ними не было разницы. Просто между ними была разница того, что роксы были просветленными. Рокс. Человек, который стремится к свету. Они были учителями. Они, конечно, были выше, чем все остальные. Они обучали всему, что есть до сих пор у Алан. Аланы Аорсы, это были, можно сказать, нашим языком, это специальная гвардия роксов, которые охраняли и святые места, и знания, которые накапливались веками, и те самые врата знаний, которые ждут. Поэтому Аланы и были привязаны к Кавказским горам, потому что Кавказ — это третий вечный материк, который хранит какую-то одну из 3 тайн, которая должна, не знаю, когда открыться, но 3 тайны, которые есть на планете Земля, которые хранит 1-й Кавказ, 2-й Тибет и 3-й Алтай, они в скором времени должны открыться. Первые должны открыть свою тайну Аланы, которая будет той лавиной, которая возродит землю, соберет войско света, как говорится в легенде, и погубит тьму раз и навсегда. Высшая сила не оставила их, все-таки оберегала и дала им возможность донести до наших дней, несмотря ни на что, обычаи и символику, где хранится очень много информации, просто к ним надо присмотреться. Человек, который хотя бы чуть-чуть присмотрится, откроет для себя такие чудесные вещи, что никогда больше не уйдет с этого пути и пойдет по пути истинного Алана, человека благородного, чистого и душой, и телом. Святые места Зуары, молитвенники, обязательно располагались вблизи абсолютно всех поселений осетин. Если возле равнинных сел бывало хотя бы одно святилище, то в горах их количество достигало от 5 до 15. А если учесть, что святое намоленное место излучает поток особой, чистой энергии, то можно представить, как должна выглядеть с высоты небес Осетия, излучающая священный свет своих многочисленных древних зуаров. Если попытаться сегодня классифицировать виды святых мест, существующих на территории Осетии по группам, то к первой можно отнести священные горы, самыми известными из которых являются Кариухох в Алагирском и Куртатинском ущельях, Важа-Ахох в Дигорском, Дбау-Василай-Хох в Даргавском, Булхох или Буршанзели в Южной Осетии и Шанай-Хох, знаменитая гора Казбек. С каждой из них связана не одна интересная легенда. Эти горы считаются Жаттыбадента, местами обитания ангелов. Существуют и священные ущелья, к примеру, Гудортыком, недалеко от села Воллакхот, где возносились молитвы покровителей гор всей Осетии, Цейское ущелье, Иварт-Риком и другие. Древнейшими молитвенными местами были пещеры. Они существуют и сегодня по всей Осетии. В священную пещеру Дбау-Асила допускается только Зуаралак из фамилии Гуцат. В пещеру Кариухоха 1 раз в год поднимается группа молящихся. А праздник в пещере святилища Дигури-Ижат ежегодно проходит с участием представителей различных фамилий, живущих в Дигорском ущелье. О древности существования этого святого места говорят рога оленей и даже зубров, приносимых когда-то в жертву. Их количество позволяет говорить о существовании здесь этой традиции в течение едва ли не целого ряда тысячелетий. В последнее время в пещере принято оставлять амулеты, снятые из шеи быков, приносимых в жертву в день праздника. Амулет вырезает хозяин быка, в течение года считавшегося Невонт, то есть посвященным святому. Сейчас по количеству этих амулетов можно вести подсчет проведенных праздников.
а значит и лет. Есть в Осетии достаточно много священных камней, предположительно символов мировой горы Кавказа. Удивительная легенда связана с камнем Зваром Авжандак в Куртатинском ущелье, согласно которой когда-то высоко в горах стоял молитвенный дом, в котором всегда были пиво и пироги, чтобы вознести молитву Всевышнему. Путник останавливался здесь, молился и отправлялся дальше. Но вот один нерадивый человек решил войти в дом повторно, уже не молиться, а отведать пищу. Рассердился тогда святой и навсегда захлопнул двери своего дома, обратив его в камень. Другой огромный валун святилища Фыр-Звар находится в высокогорном селении Ход. С ним тоже связана удивительная легенда, и существует поверье, согласно которому после затяжных дождей к камню с 3 пирогами, пивом и растопленным маслом приходит группа молящихся, а один из них направляется на его вершину и после молитвы выливает масло в определенное место, после чего, как утверждают старожилы, всегда наступали ясные солнечные дни. Известен в Осетии камень у святилища Хурхоры в Аштырджи, в селении Урздун, на котором скульптор Сасламбек Едзиев изобразил сцену победы в Аштырджи над силами тьмы, иллюстрируя бытующую здесь легенду о происхождении этого звара. Можно упомянуть и о курганах, святых местах. Самый известный из них – Сырх-Обау в селении Ольгинском. С его происхождением также связана удивительная легенда и существует определенный ритуал. Все паломники, приходящие сюда с ритуальными приношениями, должны с молитвами и песнями обойти 3 раза вокруг кургана и только затем подать свои 3 пирога Зварову для их освящения. Священными считаются в Осетии также определенные деревья, но молятся, естественно, не самому дереву, а, как и в любом святом месте в Осетии, всегда обращаются к Юнакачингсау, то есть Богу Всевышнему и созданным им светлым силам, покровителям Зварам. Таких деревьев в Осетии достаточно много, причем тысячелетние деревья, благодаря энергетике святых мест, чудесным образом выживали даже там, где вокруг выгорал лес. Часто святым местом у осетин становились родовые башни, как, например, башня Туаевых Бурмашек в Трусовском ущелье, у которой стали поклоняться Маде Майрому. Святой считалась также башня Сикоевых в Мамисонском ущелье, в которой хранилась фамильная реликвия. Местом обращения к высшим силам и проведения фамильных кувдов стала и родовая башня Дзуцевых в селении Ламардон Даргавского ущелья. Общенародным культовым местом является в Осетии роща Хетага, о чудесном появлении которой и многих связанных с ней удивительных историях хорошо знают жители республики. С древнейших времен на всей территории Осетии, особенно в горах, существовали и рукотворные святые капища, зиккураты, каменные постройки, деревянные сооружения и храмы-хранилища. За редким исключением древние культовые места до сих пор продолжают оставаться святыми для осетин. Там ежегодно совершаются определенные обрядовые действия. Выходцы из близлежащих сел, невзирая на расстояние и обстоятельства, обязательно стараются побывать на ежегодном празднике, проводимом однофамильцами и односельчанами в исторически почитаемом святом месте своих предков, чтобы вознести молитвы по древнему обычаю и поручить себя и свою семью покровительству и защите высших сил. При этом их не могут остановить никакие трудности, ни плохие дороги, ни крутой и долгий подъем в гору, ни неблагоприятная погода.
Можно заметить, что в последнее время неудержимая сила генетической тяги все больше привлекает осетин к святым местам, и народ вдохновенно устремляется к тому, что привязывает его к родной духовной памяти. Древние символы, оставленные предками в ритуалах, дошли до наших дней. В основном праздники проводятся одинаково как в Южной, так и в Северной Осетии. Лишь в некоторых местах существуют определенные специфические ритуалы. В святилище Зывгей-Шазвар в Куртатинском ущелье есть две надочажные цепи, считающиеся священными. Согласно легенде, в давние времена в ущелье выпал глубокий снег, покрывший все вокруг белым ковром, и только одно место оставалось нетронутым снегом. Удивленные жители пробрались к нему и обнаружили на земле две раскаленные цепи, от жара которых таял вокруг снег. Поняли старики, что это священные цепи небесного Курда-Лагуна, и решили построить здесь святилище. С тех пор одной из цепей освящают мужчин. Другой – женщин. Причем Зварылак, произнося слова молитвы, совершает концом цепи круговые движения на лбу между бровями. Подобный ритуал, но проводимый священным кинжалом, совершается в Даргавском ущелье в день праздника Тупалого села в Найфате фамилии Кокаевых. Я хочу харфа давод, мадана хошка нагода, макашка нагод. Визуар хошу, визуар хошу. Анаш, маташ. Праздники Хсаузвар в Даргавсе и Рыны Бардуачбон в Гизеле проводят с вождением по селу жертвенного быка. При этом из каждого дома навстречу праздничной процессии вносят фонги, столики с 3 пирогами и пивом. Старшие их освящают молитвой, а молодежь присоединяется к шествию, и так они с танцами и песнями идут до самого святилища, где бык бывает принесен в жертву, а народ позднее собирается на празднично-ритуальные торжества. Интересен и обычай, которому следует в дни праздника Фалвара, выходцы селения Ашхил Мамисонского ущелья. Поскольку здесь расположены капища, посвященные 3 божествам Шагум, Шамтхошт и Рагун Уаштаджи, то и молитва бывает обращена сразу ко всем 3 с 3 наполненными пивом рогами в руках, которые необходимо выпить сразу после произнесения молитвы. Шамтхошт, Шагум, Рагун Уаштаджи, Кадишкуна Федалтан Хоржар Фарагуттай, Вадам Сафашиват Шимбалди Садамр Бази Дабма, Абон, Каудон Дар Яхам Хоржар Фагудраканай, Савахам Афраканай. Общим для всех праздников были всегда танцы, песни, а в былые времена еще и скачки. В Куртатинском ущелье на празднике Зири-Зуар и сегодня исполняют этот обряд, смысл которого был в демонстрации смелости, удали и мастерства молодежи. Nice
Makashtar tamam cinoy biz küçüktür az ama kodum. Amin. Amin. Yaptım ben fokus orta bin lavom keman arfurakırım ki burada. Amin. Dasaramu birod garik mane asız var. Amin. Bahat bezay. А самое главное сегодня, пока не удалось еще раскрыть, расшифровать тайные символы и сакральный смысл, заложенный в астинских обычаях и традициях, необходимо их исполнять в том виде, в котором они были нам завещаны и в котором донесли их до нас наши отцы и деды, унаследовав их от великих предков, нартов-асов, посвященных бесконечной тайны мироздания. غدا وافت دوم أروى مسواي مسجد مسواي كوفن دون بمسواي فتاجدر دولة دارش قاموا و تارماوا أفتنا جغم بنتون قولوا فلا قامت تارزاو ما يادي ماغ سوا تارو يفوتبلج خجو دكاجي تا راجي جاماندر ارتكدر كوفن دون بمدر أروى مدر كدن فندق سوا كارشل قوي ماك كان سوتشن شل قوي ماك ودي هدا ما قشك بغم شاري سونيم بلدي افتجا غلني مين يشيت خيبابتن كنزن ولا ويف دشتا ادي ماك سو زوار بم ميزوار نارخ كي كان ميشر بامبرشتا كل شو قوي ماك افتمي دا قوي ماك تا يخود شيشتا اما انا خودي قام سداي زوار بم دكاجي تاوي ما جغم فندم سيما سوادي ما كوفن دون بم ارتزخ ونش كان مشاين اگر باخش فلا شيراك دا روي مي وراج جامان فدلتار فويراك كوتو ارتزخون كوتو ارتولي بخ كوتو ودالا شو قوي مقدرار خايتا جنزف ما فوا خويراك يبوار واشق دق خويراك سقوي ما كوتا يشر باباشتا شاق ما شزختر باباشتو ما كومتف منزوا خويراك الميافتش دقيش كانون مشتيسنا كوتا فلزا كوتا قلزقاي تارتر قد كوتا ودا زوارنوم درما كوفغا دا سمايش كنزنا كوفن دونبن وارخايت تا فلمن نوشته كومالي باغانيه وانا مويو كار سينات شوالون سماي رجع اخشري فضلت كفتوي واتزغن ما شرماغون رشتج صدر ساوتي كرسديش ويشتر خاطرم كون قديش ودي نوغدا دخشريش كفتوي سماي زوار در مقصادور كفت فلمندر نايشا ويتخي خورجواي دميو يو سالدر بون راجدر يرشتون بيرا كوفن دتيش هلا يدورتن خاش كوزاغي زوار لغادمن كدر باسم قو ولا دارش يدر خوي راغي در زاو ما يدر ودما مغشك غداو ورد في دار كانت كوفن دتبن
أموي خجدر جنيد آدم الشجون دا خاش تلدر ما يدون فشتما فضلت دي مراج دقيق كوي В своей книге «Иры истории» Сослан Тимирханов писал: «Осетины держатся религии своих предков, согласно которой верят в единого Бога, Творца мира. Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия. Взамен священных книг она имеет мифологию, которая заставляет его стремиться к добру и свету. Взамен искусственного храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная, призывающая человека ввысь, прекрасному и бесконечному». Вот почему осетины совершают свои религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще под открытым небом. Веруя в Бога, Творца мира, осетины, однако, жертвоприношения делают только покровителям духом, полагая, что от их вмешательства зависит достижение поставленных целей. Все религиозные празднества осетин служат солидарной общественности. За общим трапезным столом садятся на равную ногу и последний бедняк, и первый богач, и знатный, и простой. Проводят трапезу в собеседовании о мифических предках-нартах, о подвигах героев, а также об общественных и национальных делах. Это содействует взаимному пониманию и духу единения. Согласно нартскому эпосу, возрождение идеологии асов начнется во времена Северного Медведя, который вначале не поймет и даже помешает наследникам нартов, а затем именно он поддержит возвращение древней идеологии и поможет разорвать цепи, сковывающие вселенские знания Прометея, Амрана, Батраза. Уже многие столетия неприступные вершины Кавказских гор охраняют удивительные тайны древнего Эристона. Где-то рядом сокрытые ключи к их разгадке. И, наверное, они достанутся тем, кто, неся свое родословие от гипербореев и скифов, способен на всех уровнях сознания ощутить свою духовную сопричастность с этой легендарной землей. Она недаром хранит так много загадок, идущих из глубины веков. А земля эта отмечена свыше знаком особого Божьего благоволения и защиты. Здесь господствует духовное наследие Вселенной, хранятся тайные знания предков и существует совокупная сила многочисленных священных мест. Известно нам, что произойдет в будущем, но пусть задумываются о нас потомки. Кто будет помнить о нас, тому наша слава достанется. Фаштагма сэр Саузан уйбаргажоном, фалайона аркудаканан фаштагатта, мах чих кудакана, накат удонан бажайзан, нарты качета.